Мястэчка Шаркаўшчына вядомае з 1503 года. У розныя часы яно належала Зяновішам, Сапегам, Дамброўскім. Пэўны час нават мела магдыбургскае права. Зараз Шаркаўшчынскі раён лічыцца адным з самых бедных у краіне. Ён гадамі займае то апошняе, то перадапошняе месца ў рэйтынгу сярэдніх заробкаў. Вот, допустим, сушильные заводы, хлебозаводы позакрывались. Ну, такие много организаций, да, даже я до него, закрываются, и убытки. Тяжело с работой, очень тяжело. Люди на биржах труда стоят. Ну, находятся в сельской местности, там больше с работы, а в самой Шаркаўшчине сложно с работой очень. Ну, здесь половина шарков, наверное, в России. А что делать? Вот там и куда попадешь, бывает, что ни с чем приезжают. Зарплату они дают на магазин, в списке дадут, так понимаете, они что дадут, они то и высчитают. Ну, так это примерно. Дело высчитают. Ну, хотя бы 2 миллиона Ну, платили могли бы за уже, да, месяц. действительно. Ну, раз колхоз бедный, так откуда тут будут Бедные. зарплаты? Ну, правда, все зависит от председателя. Потому что люди боятся писать, туда, я не знаю. Я бы на их месте уже давно написала, куда надо. Приехали, Пименко разобрались. Просто люди, знаете, боятся. И я еще не боялась, уже давно написала, давно приехали, разобрались. Просто люди боятся все. Я вам говорила, давайте у меня адрес есть, давайте, я говорю. У адной з навакольных вёсак нас чакалі абураныя працаўнікі сельскай гаспадаркі. Аднак у апошні момант людзі не толькі адмовіліся здымацца самі, але і прасілі не ўзгадаваць нават назву вёскі. Иди отсюда, дура! Иди отсюда! Я думала, что хочешь спросить про получку, как плачут. Вот возьми и расскажи. Так ты ж работаешь. Да Коля уже сказала. Ай, боится. Люди боятся, понимаете, председателя, что могут вынуть с колхоза. Галоўны сектар эканомікі ў Шаркаўшчынскім раёне сельская гаспадарка. Аднак прыбытковымі тут лічыцца менш за палову сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Да, свои на месте. Шмат дзе заробак ці яго частку пералічваюць у мясцовую краму, дзе людзі могуць узяць заробленыя прадуктамі. Ну, и грамм 300 Якія сумы там на якую суму можна ўзяць? На 65 рублей. І вялікія спісы? Ну, человек 30, наверное. Видите, что полный магазин покупателей. У людей нету денег. Ну что я могу купить за 94 рубля? Вот что купить? Например, за свет заплатить обязательно надо, иначе меня. Мобильный телефон. У меня 22 рубля задолженность. И как оплатить, надо подумать. Воровать нам тоже негде. И нечего. Уже дошло до ручки, бля. Все уже. Вилы, топоры.